Александр Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Авиакомпания «Полярная авиалиния» увеличила свой парк до нескольких воздушных судов. Как это в итоге отразится на доступности отдаленных территорий, на доступности населенных пунктов? Да, действительно, это так оно и есть. Долгое время эти вертолеты и самолет, про которые мы говорим, Л-410, находились на капитальном ремонте на заводах авиационных. Долгое время это длилось примерно, так будем говорить, лет 10-12. Мы нашли средства для того, чтобы восстановить их. Мы их привели уже в республику для того, чтобы выполняли эти задачи, которые стоят перед нашей авиакомпанией. Если говорить по отдельным видам, самолетно-вертолетного парка, то, конечно, да, иногда нам не хватает вертолетов, иногда не хватает и самолетов. Это все зависит еще от исправности. Сегодня очень сложная ситуация в плане того, что у нас Ан-3 самолет. Сегодня запчастей и этот самолет уже никто не изготовляет, и нам приходится самим заниматься техническим обслуживанием, и самим сегодня приходится доставлять какие-то запчасти. Ан-2. Тоже самолет вроде бы как бы и старый, 60-х годов, но с другой стороны он и очень нужен в народном хозяйстве. Это такой неприхотливый в техническом обслуживании и в летной деятельности самолет, который, сегодня таких замен нету. Та малая авиация, которая у нас на сегодняшний день есть, но у нее ресурс такой, что нам еще позволит лет 7 к ним вообще не подходить. Только следить за техническим состоянием. И все. По вертолетам, да, там немножко сложнее. Почему? Потому что сегодня не хватает двигателей. Есть у нас вертолеты, которые, будем так говорить, неисправные, но нету двигателей. Завод единственный в стране на Урале, Екатеринбург, выполняет сегодня большой госзаказ для Министерства обороны. Все компании гражданской авиации сегодня стоят в очереди для того, чтобы вот этот двигатель получить в исправном состоянии. Так что у нас сегодня, будем говорить, дефицит в основном состоит из вертолетного парка. С этого года идет повышение цен на услуги, в том числе авиа-ГСМ, на ремонтные заводы, услуги аэропортов Севера. Как это повлияет на ценообразование и тарифную политику в целом? Те предприятия, которые работают, основные крупные, метеослужбы, аэронавигация, аэропортовые сборы, ГСМ, налоги, зарплаты и так далее, все это складывается из чего-то. Значит, получается, мы тоже должны смотреть и видеть, какая идет ценовая политика каждый год. И если мы где-то что-то немножко упустим или опоздаем, то тогда будет это складываться и на финансовое состояние предприятия. Но все зависит еще и от, будем так говорить, сезонности, это раз. И тарифная политика тоже, она идет от сезонности. Зимой мы, допустим, можем себе позволить, или мы стараемся тарифы немножко сдерживать. Летом, как правило, у нас всегда, когда идет уже массовый период, увеличение происходит до 5%. Больше нельзя. Почему? Потому что мы понимаем прекрасно, что какое население проживает у нас и какая у них платежеспособность. Якутия – один из немногих регионов России, где медицинская помощь иногда оказывается только с помощью санитарной авиации. В этом году республика приобретет 5 вертолетов со специальными модулями. Полярные авиалинии станут базой для этих вертолетов. Как будет производиться взаимодействие? Будут ли построены специальные площадки? Наше Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия, Министерство транспорта вместе с нами прорабатывает вопрос приобретения данных вертолетов в лизинг. Это уникальный случай, когда можно за счет федерального бюджета приобрести новые вертолеты. Мы, посетив многие заводы, и Казани были, и в Улан-Удэ были, мы выбрали вертолет Ми-8 АМТ, это арктический. То есть он более приспособлен для полетов в арктических районах. Если говорить про площадки, то да, опять же мы с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия долгие годы уже прорабатывали, а в этом году уже приступаем к подготовке вертолетной площадки в районе 17-го квартала. Там есть отведенный участок земли, который мы, полярники, должны довести до тех кондиций, которые должны соответствовать сертификационным требованиям. Будут ли построены вертолетные площадки на территории районных больниц в отдаленных улусах? Нужны будут площадки только там, в наслегах, где на сегодняшний день бывает и удаленность, это раз. И второе, для того, чтобы вдруг какой-то тяжелый случай, чтобы мы могли быстрее, доходнее добраться до него,
то тогда, да, здесь надо думать вместе с главами администрации наследников. Сегодня много говорят о том, что в скором времени предстоит объединение двух крупных авиакомпаний в республике. Это Полярная авиалиния и авиакомпания Якутия. Для чего это будет сделано? И не станет ли это шагом назад, когда на территории республики работала только одна авиакомпания? Да, решение такое уже принято главой республики и правительством республики Саха-Якутия об интеграции или создании холдинга. Самая главная задача была объединить все усилия. Почему? Потому что если в один могучий кулак объединить все наши ресурсы, людские и имущественные, то тогда, конечно, должно пойти на пользу. Но здесь надо делать все как бы не торопясь. Почему? Потому что есть, будем так говорить, опять же, экономика, да, складывающаяся. Это огромности нашей территории. Одни выполняют объем свой, другие выполняют свой объем. И вот чтобы как бы не навредить, надо подходить к этому вдумчиво. Мы сегодня с компанией Якутия работаем над будем говорить, над этим вопросом и считаем, что 2017 год должен быть как бы основой заложения фундамента для объединения. Что ж, спасибо, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Спасибо.